Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Екатерина Голикова, Михаил Эверстов, а в нашей студии гости, и совсем скоро я их представлю. В это воскресенье, 23 ноября, в библиотеке «Смарт» пройдет мероприятие, которое называется «Открытый день психолога». В этом мероприятии примут участие огромное количество людей, а сегодня в нашей студии спикер и организатор открытого дня психолога – это Александра Турантаева. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. И Мария Нафанаилова. Здравствуйте, психологи. Мария, я, наверное, первый вопрос задам вам. Вы являетесь кандидатом психологических наук и инициатором сообщества «Этичные и смелые». Расскажите, пожалуйста, что это за сообщество? Я первый раз о нем слышу. И какова ваша цель участия в мероприятии, которое пройдет в это воскресенье? Это сообщество неформальное, но профессиональное. Туда входят психологи, психотерапевты и коучи. И нас объединяет общие такие ценности. Это профессионализм, бережность и уважение к клиенту. Вот. И в целом мы вокруг себя собираем наших коллег, которым очень важно непрерывно развиваться, поддерживать высокие стандарты в нашей профессии. В целом у нас очень важная миссия. И мы организовались в прошлом году. В октябре у нас, по-моему, была такая встреча, на которой уже точно мы утвердили наше название. Называется «Этичные и смелые». То есть мы специалисты, которые поддерживают этику, профессиональный кодекс психолога. И смелость, она отражается в том, что нам важно быть собой, быть честными с клиентами, смело развиваться в своей профессии и проявляться как специалиста. Вот. Это как некая клятва, да, такая профессиональная? Да, у нас в нашей профессии на самом деле очень много принципов. Да, скажите, какие? Основной принцип — это конфиденциальность, то есть работа психолога часто она такая закрытая, про нас мало кто знает, и мы тоже не можем говорить, да, про наши результаты. В то же время наши коллеги, в том числе и я, у нас собственное дело, да, и получается для того, чтобы жить, зарабатывать, нам тоже как-то важно говорить и о себе тоже. И в целом сообщество, оно, наверное, еще про то, что мы хотим вместе поддерживать друг друга, вместе развиваться. У нас очень много мероприятий разных. Кроме вот этого открытого дня, это наше мероприятие, да, которое организует наше сообщество. Кроме этого у нас есть еще такие десанты психологические, то есть по запросу мы выезжаем в улусы, еще мы ходим друг к другу в гости к психологам. Мы же психологи очень разные, кто-то спортивный психолог, кто-то клинический, кто-то с детьми работает, кто-то в медцентре, кто-то куда мы еще в МЧС, например, в прошлом году тоже ходили. И мы друг другу рассказываем про то, в общем, показываем наши кабинеты, как мы развиваемся, как мы живем. Супервизируете друг друга. Да. Но это очень важно. Конфиденциальность, понятно, что это важно, но вы сказали, что нельзя говорить о своих успехах. В общих чертах же можно, не называя тех людей, которые обращаются, их имена, их возраст, например, даже пол можно не называть, но о успешной работе же можно рассказать в общем. В общем, да. В общем, мы можем рассказывать. Сейчас, наверное, еще знаете, про что идет речь. Как-то года 4 или 5 лет назад мне мой знакомый, тоже журналист, сказал: Мария, вот люди не знают, кто такие профессиональные психологи, поэтому ходят к вашим коллегам, но не к психологам, а около психологическим помогающим практикам. Вот. Вам же нужно, говорит, рассказывать о себе. Я тогда еще задумалась, и вот потом пришла к идее создания такого сообщества. То есть наша задача на самом деле, и задача вот этого открытого дня — это
показать нашему городу Якутску и гостям из улусов, они тоже приезжают, о том, что есть вот такие живые, настоящие психологи, у которых есть профессиональное образование, что мы вот так-то работаем, да, к нам можно приходить с такими запросами, что на самом деле психология — это такая самостоятельная область, но внутри нее есть очень разные направления, чтобы человек сам увидел разницу, да, в том, чем же мы отличаемся от других помогающих практиков. Спасибо. Вот как раз, Александра, вы как организатор мероприятия, которое пройдет в воскресенье, расскажите, пожалуйста, о том, какие будут мастер-классы, что там ждет тех, кто придет, и кому стоит прийти. Мы открытый день психологами проводим уже второй раз. Первый раз было в прошлом году. Мы получили очень большой отклик, и в этом году сделали программу еще более живой, еще более практичной. Это вот такой вот открытый день, как день открытых дверей с психологами, да, когда каждый может прийти и познакомиться с разными направлениями психологии, получить свои инсайты какие-то, да, новый опыт получить, познакомиться с психологами и получить новые знания, навыки. Это как будто ты пришел в большой психологический гипермаркет, да, и где каждый может найти, что ему необходимо. У нас будет параллельно работать 6 площадок. Это тренинги, мастер-классы. Мастер-классы у нас разделяются по направлениям личностное развитие и самопознание, семья и отношения, и здоровье и эмоциональное состояние. Кроме этого, у нас будет открытый лекторий психология жизненных процессов. Также у нас будет диагностика эмоционального развития, психического развития детей, в том числе через проективные методики. То есть можно будет подойти с детьми, да, и эксперт проконсультирует вас. И самая главная особенность, вот самая большая ценность, которую я вижу, да, в этом открытом дне, это возможность каждому человеку пообщаться с психологом, психотерапевтом в рамках экспресс-консультаций. То есть у каждого человека будет возможность 30 минут поговорить с экспертом, сообщить о своем запросе, да, о какой-то проблеме, сложности, которая человека волнует, и уже получить какие-то первые шаги, направления, как к этому подойти, чтобы это решить. Я считаю, это очень ценно и важно для каждого. Возможно, люди, впервые, да, придя к психологу, поймут, как это, найдут своего специалиста. Вот. Наверное, человек, у которого более-менее все хорошо, он, может быть, и не заинтересуется этим мероприятием. А если придет человек, у которого есть какая-то там прям ситуация вот такая вот на пике, допустим, родителю, которым сложно как-то договориться со своим ребенком, с подростком, да, наверное, вот таким людям будет важно подойти. Смогут ли они за 30 минут какой-то свой запрос решить, когда вот такая ситуация горячая, вот она прямо сейчас требует какого-то решения? Хотя вот первые шаги, да, вообще направление, как к этому подойти, они получат. Это, конечно, не полноценная консультация, это только как бы демо, да, такая версия будет. Вообще, на самом деле, открытый день, он для всех, то есть не только у кого есть какая-то проблема, да, кризисная ситуация, а вообще в целом, кто хочет свою жизнь сделать более осознанной, счастливой, гармоничной, да, стать эффективнее. Может быть, у тебя все в порядке, но ты хотел бы жизнь свою сделать более наполненной. У нас темы очень актуальные. У нас будут мастер-классы, например, про эмоциональное выгорание и тревожность. Да, это вообще бич современного человека сейчас. И мы как раз-таки на своих мастер-классах дадим инструменты, как вообще работать с этим, как вообще кризис превратить в тот ресурс, который даст тебе рост. Да, причем про тревогу будут говорить разные психологи. У нас там разные мастер-классы, например, психолог из МЧС будет рассказывать про конкретные техники, да, будут психологи из психоневрологического диспансера, они немножко другой акцент, да, будут рассказывать. У нас будут очень полезные лекции по зависимостям, как работать, что самое важное, да, в работе с зависимостью, любой, химической, нехимической. Как раз, извините, перебью, у нас во втором блоке для слушателей и зрителей скажу, будет специалист из Якутского психоневрологического диспансера Роман Казыкин, и он тоже коснется темы зависимости. Вот.
а у нас будет глазами психолога, да. И еще мы собираемся в этом году тоже говорить на очень актуальные, на важные темы, например, про последствия сексуализированного насилия, как его опознать, что можно делать в этих ситуациях, да. Будем говорить как опознать родителям, если ребенок подвергся такому насилию? Например. А да. Как распознать, расскажите. Это приходите, пожалуйста, в воскресенье. У нас Юлия Семенова как раз будет рассказывать. Я посмотрела программу вашего мероприятия «Открытого дня», которое пройдет 23 ноября в Смарт-библиотеке с утра, да? С 9 утра? С 10 утра до 5. До 5 вечера, практически весь день будет идти. Там есть, по-моему, 30-минутные, да, консультации со специалистом. 30 минут – это достаточно большое время. И сейчас вот вы говорите, что вопрос может не решиться за это время, а сейчас же наоборот как-то можно решить очень быстро какими-то вопросами, которые задает психолог, да, останавливая клиента в каких-то местах, провокативными, может быть, вопросами, когда практически там за 5 минут человек может понять, в чем его проблема, и 5-10 минут может быть достаточно. Ну, скажем так, мы не очень одобряем провокативные техники. Почему? Да. Ну, не то чтобы... Ну, в рамках первого знакомства и в течение 30 минут я считаю, что это не очень этично. Вот если ты, например, клиента уже знаешь, и ты находишься в долгосрочной психотерапии, да, возможно, там какие-то элементы провокации использовать. Но пока ты клиента не знаешь, кто к тебе приходит, да, там цель наша, наверное, такая скромная, это познакомиться. Клиент может познакомиться с психологом, как бы для себя определить вообще, подходит мне психолог, не подходит, да, как-то упорядочить свои мысли. Вот этот результат будет. Извините, что перебиваю вас снова. Вот, например, я клиент, да, у меня какая-то проблема есть, мне вообще все равно на самом деле, будут со мной этично или не этично, я хочу ее решить. Вот мне там припекло, например, да, мне тяжело, у меня какое-то состояние, которое уже для меня невыносимо. И я просто хочу и прийти, чтобы мне быстро помогли, мобильно помогли, и пусть мне зададут какой-то, может быть, не совсем этичный или некорректный вопрос, но ответив на него, я сама пойму, что со мной не так и где причина моего состояния. Да. Это формат краткосрочной консультации. Вот такие будут? Да, он возможен, да. Тогда, смотрите, мы можем пригласить, да, сегодня наших зрителей, слушателей, да, можем пригласить поконкретнее. Тогда могут прийти родители, да, у которых, например, сложные ситуации, у них у самих какие-то, да, вопросы нерешенные, может быть, с отношениями. Они могут, да, привести с собой детей. Могут привести с собой ребенка, да, то есть, возможно, например, семейная консультация, да, может прийти мама, папа и их дети, да, даже так можно. А, кстати, насколько такая форма популярна в нашем городе, когда приходят именно вот целой семьей, и психолог работает сразу как будто бы со всеми членами семьи, насколько это эффективно и насколько это этично? Да, есть целое направление семейное консультирование. А вот может же ребенок как-то не проявиться, он может побояться, например, какие-то свои эмоции показать при родителях, если там нет доверительных отношений. Там обычно делают так: вначале работают с каждым, по отдельности, а потом, когда они уже готовы, они могут быть в диалоге с помощью психолога. Там есть определенные правила, как разговаривать и так далее. А какие формы психологии сейчас наиболее популярны и востребованные, вот, которые сами клиенты даже, может быть, просят вот этой формой поработать, например, там, не знаю, там арт-терапия, гештальт, расстановки, может быть, что-то еще? У нас на открытых дверях же есть разные направления, как раз. Когнитивно-поведенческая, например, психология, она очень хорошая там. А как это проходит? В ходе разговора с клиентом там есть элемент обучения, элемент информирования. Людям это очень нравится, когда они получают домашнюю работу, есть какие-то определенные протоколы, да, как работать с мышлением, с эмоциональным состоянием. Есть совершенно другое направление, например, экзистенциально-гуманистическое консультирование.
там больше акцент на то, что происходит здесь и сейчас между психотерапевтом и клиентом. Там в основном разговор про чувства. Да? Ну и, конечно же, арт-терапия у нас будет на открытом дне еще лепка. Да, лепка будет. Потом у нас будет... Сейчас очень, кстати, востребованы тоже трансформационные игры. Да, и когда эту игру проводит психолог, там эффекта, я считаю, намного больше. Кстати, еще к нам же будет психолог из кабинета памяти, то есть пожилые люди тоже могут подойти. Там можно поговорить про то, как заниматься профилактикой деменции. Либо могут прийти люди, которые ухаживают за престарелыми родителями, там, родственниками. Тогда, смотрите, можно пригласить многих, да, и семьи, и с детьми. В прошлом году было 400 человек. Да вы что, так да, много? Так много было. И в этом году мы немножко беспокоимся, что все не поместятся. Целый город. Да. А там у вас мастер-классы будут идти параллельно, да, то есть нельзя будет прийти и все посетить мастер-классы, нет. Нужно будет сделать выбор. Да. А сколько человек может посетить вообще один? Или там одна семья, сколько может посетить мастер-классов за это время? Ну, у нас, получается, вначале будет открытие нашего дня, и затем открытый диалог. Мы в этом году пригласили преподавателей Института психологии Северо-Восточного федерального университета. Впервые, чтобы они поделились наиболее такими актуальными вопросами психологическими глазами психологов. Это будет в форме диалога, то есть можно будет им задать вопрос. И они поделятся своими исследованиями, да, еще? Да. Впервые широкой аудитории, не на конференциях, а можно будет прям познакомиться с этим. И после этого у нас будут идти мастер-классы параллельно. Это 5 мастер-классов друг за другом. Можно будет их все посетить, выбрать, что интереснее. У нас вообще задействовано очень много психологов, психотерапевтов, коучей, да, это порядка 60 человек. И да, я посмотрела программу, там очень много известных фамилий в нашем городе, психологов, которые прям на слуху. Да, это все практикующие эксперты. Экспресс-консультации будут проводить 33 психолога, по-моему, вот одновременно, да, с утра до вечера. То есть 33 психолога могут сразу принять 33 человека, да? До обеда 16, и после обеда там тоже будет смена. И я, кстати, очень хочу поблагодарить людей, благодаря которым, собственно, состоится опять вот это мероприятие. Это же у нас нет взносов, да, это такой общественный наш выбор, нагрузка, которую мы сами... Вы волонтерите? Мы волонтерим, да, мы волонтерим, наши коллеги тоже волонтерят, и это вот самый наш генеральный спонсор, это Тимирлит. И плюс это уже частные лица. И сама библиотека Смарт, конечно. А вы сами на какой-то мастер-класс хотите попасть к своим коллегам? Вот прямо обязательно пойти и послушать или пройти что-то? Очень хотим, но не получится. Мы все, я, например, буду модератором в актовом зале с утра до вечера. Немножко обидно. А какая-то будет вестись, например, запись, чтобы потом в соцсетях выложить, и кто-то может посмотреть там, выступления, не индивидуальные, конечно, консультации. Такого ничего не планируется пока? Пока не планировали такого. Да. Может быть, в будущем. Будем развиваться. Плохо тот психолог, у которого нет своего личного психолога, согласны? Согласна. Насколько должен психолог с такой заботой относиться к себе и посещать своего психолога? Да, обязательно. Если психолог консультирует других... Насколько часто? Насколько часто? Раз в неделю. Да. Всегда? Всегда. Не то, что всегда. Бывает такое, что, например, там 3 года человек ходит. Нет, сам психолог к своему психологу. Да. Я например, 3 года вначале ходила, потом у меня был какой-то перерыв, да. Потом ты тоже заходишь в какую-то тему, до которой сам созреваешь, потом опять ходишь. И это очень полезно. Плюс еще у нас супервизия есть. Супервизия у меня, например, там раз в 2 недели.
теперь я сама провожу супервизию для своих тоже коллег. Это отдельно, да? Потом я сама тоже хожу. Ну, как раз для этого очень хорошо, что есть вот такое сообщество, да? Этичные и смелые. Да. Там, наверное, такая хорошая профессиональная поддержка. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, поделились информацией. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что 23 ноября с 10 часов до 5 часов вечера в смарт-библиотеке будет открытый день психолога, и могут прийти абсолютно все желающие. Это бесплатно. Оставайтесь, короткие 4 минуты и продолжим. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем, и в нашей студии гость, я рада его представить, это врач-психиатр, нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Роман Козыкин. Роман, здравствуйте. Здрасте. Я рада вас видеть. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я думаю, тема зависимости всегда актуальна, и сегодня предлагаю поговорить на тему наркозависимости, насколько эта тема актуальна для нас, для якутян, насколько эта проблема является сегодня. Ну, эта проблема, она повсеместно является проблемой, да, то есть это не только проблема Республики Саха-Якутия, это по всей России проблема, я бы даже сказал, по всему миру. По всему миру. Да, соответственно, проблема есть, ее пытаются решить. Да, и вот такие люди в белых халатах, как вы, пытаетесь ее решить, и можно обратиться в ваш диспансер ведь с такой проблемой, с таким запросом. Как часто обращаются такие люди? Может быть, какие-то случаи своей практики расскажете, и как вы им помогаете встать на путь истины? Ну, в основном, если речь идет о наркотиках, то по большей части люди приходят по решению суда в основном. То есть это те люди, которые совершили какое-то правонарушение, и суд их обязал принудительно пройти лечение, встать на учет и находиться на нем. Вот. Если речь идет о том, что когда-то кто-то добровольно приходит, такое тоже случается, но это более редкие случаи, так скажем. В основном все-таки их гонят из-под палки, по большей части. Опять же, у нас существует в наркологии, да и в целом в медицине принцип добровольности. То есть, если человек лечиться не хочет, мы его мы его не должны заставлять, там, хватать его, тащить насильно куда-то. Нет, человек говорит, я отказываюсь, я не хочу, все, я пошел. Ну, как говорится, ради бога. Вот, мы тут не можем заставлять. Вот. Да, вот так. А профилактику какую-то вы ведь проводите, чтобы не опоздать, чтобы человек, ну, как вот этот вот опрометчивый шаг не совершил, думая о том, что есть какие-то слабые вот эти вот запрещенные химические вещества, и ничего страшного, если он попробует. С какого времени, с какого возраста все-таки лучше начинать об этом говорить, и насколько часто вы это делаете? Ну, в целом профилактика у нас происходит каждый месяц. У нас все врачи в наркодиспансере, они должны какую-то профилактическую работу проводить раз в месяц. Вот, соответственно, вот ходим на телевидении, на радио, проводим лекции в различных учебных учреждениях. Также тестирование проводится в школах, наркотестирование в частности тоже. Вот. Также статьи пишутся различные в газеты. Ну, взрослых людей, наверное, уже действительно, да, тут если только сам человек захочет уже как-то свою жизнь поменять. Но у меня, например, в моем окружении нет тех людей, которые употребляют запрещенные средства. Если таковыми не считать, ну, это не запрещенное, это просто как зависимость, да, конечно, там табакокурение, алкозависимость. А вот, кстати, про табак. Давайте расскажу про табак. Вот про интересный случай. Не так давно, ну ладно, скажем, давно поступал гражданин у нас, вот изначально, вот он поступал как раз в мою смену, у него были бредовые идеи, он находился в ночном клубе, он там употребил такие штучки, содержащие табак. То есть там в этих штуках, кроме табака, ничего нет. Это такие сосательные, так скажем. Вроде бы кажется, ничего такого страшного. Да, он их употребил, и у него реально начались бредовые идеи. Ему казалось, что за ним кто-то следит. Он вызвал сам полицию. Полиция приехала, посмотрела на него, вызвала скорую. Вот скорая привезла к нам. Вот. Было подозрение, что он все-таки под какими-то веществами запрещенными. Но нет, ему провели тест на наркотики. Вот, и лабораторию тоже отправляли. Тестирование по итогу нет, только никотин, ничего такого. И в целом, да, есть такое предубеждение, да? Есть такое, так скажем,
такой момент, связанный с табаком. Даже вот он в международной классификации болезней 10-го пересмотра есть такой пункт, как психотическое расстройство в результате употребления табака. Вот, это довольно редкая вещь, вот, но у этого гражданина такое случилось. Вот, то есть раз на раз не приходится, но вот один из, так скажем, большого количества людей, бац, и вот получилось такое. А вы сказали, он там это попробовал в баре, то есть это можно там было приобрести? Ну, вообще, в целом-то все, что содержит табак, оно ж не запрещено. Ну, вроде бы свободно как, да. покупается. Есть даже специальные магазины, куда люди ходят, покупают и все это дело без проблем употребляют. То есть, да. Опять же, если речь, вот мы про наркотики заговорили, да, в целом наркотические вещества это по большей части юридическое понятие. То есть наркотические вещества, это вот у нас в 98 году был составлен список специальный наркотических веществ и их прекурсоров, и вот написали, вот что у нас наркотики, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Вот, все, что в этот список не входит, наркотиком не является, даже если это какое-то психоактивное вещество, которое вызывает зависимость, но оно в этот список не входит, это не наркотик считается, это психоактивное вещество. Или человек, который его употребляет, это не наркоман, это токсикоман уже считается. Вот. И, соответственно, я говорю, тут у нас по большей части юридический аспект, если говорить. Если человека называть наркоманом, то он употребляет именно вещество, которое входит в этот список, в этот самый. Роман, давайте, может быть, подумаем, какая цель будет хорошей для сегодняшнего эфира. Может быть, мы сегодня расскажем вот этому возрастному, да, такому вот подросткам, может быть, школьникам, да, что-то такое, что сегодня в эфире, что сможет Хороший пример можно привести. Да, что сможет их уберечь от того, чтобы они попробовали, казалось бы, безобидные какие-то средства, которые не входят в список. Да, я вот считаю, такой. самые лучшие, можно даже и по спискам, не по спискам, самые лучшие показания, чтобы человека наставить на путь истинный, нужно ему привести пример. Вот. Как говорится, есть такая вещь, как ошибка выжившего, когда человек видит, что все с ним нормально. Нужно рассказывать про те случаи, когда все пошло, так скажем, плохо. Вот на старой моей работе был такой случай, поступил молодой человек, уже совершеннолетний, но 18-летний. Это вы где-то в другом месте работали? Да, не вместе, а в другом регионе. В таком же учреждении, в другом регионе. Поступил молодой человек, 18 лет от роду, начал он употреблять где-то лет 17-16 различные вещества. Суть в чем? Он у нас полечился, так как у нас все добровольно сугубо, да, он пролечился, все выписался, вот, и пошел домой, так скажем. Дома что? Дома он пришел, употребил снова большое количество различных запрещенных веществ и повесился. Вот. Соответственно, как бы наша работа была закончена на том, что мы убрали ему острую интоксикацию. Вот. Дальше он лечиться не захотел. Вот. Он сказал: все, до свидания, я ухожу. У нас недобровольно нельзя. Вот. Но на то она и зависимость, что человек сам справиться не может. Да, гражданин пошел, то есть у него на момент, так скажем, того осмотра все было в порядке, то есть суицидальных идей никаких не было. Вот пришел домой, употребил, пожалуйста. Вот такой печальный случай. Опять же, какая хорошая практика была раньше. В 1994 году, по-моему, их указом президента закрыли. Существовали такие лечебно-трудовые профилактории. И в этих учреждениях можно было содержать людей недобровольно. Вот. В таком случае, будь у нас такие учреждения, такого бы не случилось, я подозреваю. Вот, то есть, но их нет, поэтому приходится... Их нет. Приходится как-то уговаривать, как-то упрашивать, но если человек твердо решил, мы ничего не можем сделать. Вот. А вы когда приходите в школы или в другие учебные заведения и проводите вот такие профилактические беседы, вы рассказываете, да, вот такие вот случаи? Да, конечно. И как реагируют дети, что какие-то вопросы задают? Конечно, реагируют. Лучший самый вариант, чтобы человек понял, чтобы донести до человека, нужно ему сказать самый плохой пример, который случился. Вот, конечно, напугать. Конечно, надо пугать, а куда деваться? Вот, если рассказывать о том, что вот, ребятушки, вы не употребляйте, пожалуйста, наркотики, это плохо.
Вот. Все, что плохо, это как бы наоборот, знаете, то, что запрещается, это хочется нарушить, как правило. Особенно людям подросткового возраста, они стремятся все попробовать, им это все интересно. Но если Вот. все-таки не доглядели, например, родители, да, и ребенок, подросток, попробовал, вот в такой ситуации родители могут с ним прийти, вот ваш психоневрологический, да? Наркологический диспансер, могут ли прийти, чтобы врачи поговорили как-то с ребенком, да, ну, сами его привести, или это тоже будет уже недобровольное? Тут видите нюансы какие. Если гражданин у нас достиг 16 лет, да, то он самостоятельно принимает решение по наркологии. Если ему 15, то за него могут решить родители. Тогда уже можно и недобровольно. Да, тут зависит не недобровольно, а родители решают. Вот, то есть тут важный нюанс. Если человеку определенное количество лет исполнилось, он решает сам. Если человеку не исполнилось определенное количество лет, за него решают родители, то есть они его официальные представители. И вот когда за человека решают официальные представители, конечно, они могут за него решить, привести без проблем вообще. Это не проблема. А какие симптомы могут быть у ребенка, чтобы родители как-то обратили внимание, что вот с ним что-то не то, и поняли, что он употребляет какие-то запрещенные средства и находится не совсем в адекватном состоянии? Ну, если молодой человек, ребенок там или кто-то находится в острой интоксикации, то это понять легко. Но это уже когда это совсем... видно, да, это видно, это заметно. Вот, опять же, касаемо каких-то признаков, нужно все равно как-то контролировать, с кем общается ваш ребенок, да. Самое в этом деле главное, это скорее даже не тушить пожар, а, так сказать, его предотвращать. Нужно учить своего ребенка отказывать. Вот, то есть есть такая штука, как социальное давление, когда ребенок приходит в какую-то компанию, там все, допустим, курят, да, и вот он становится каким-то изгоем для них, возможно, или он так себя начинает чувствовать, если он это не делает. Но нужно объяснять ребенку, что если ты откажешься, то мир не рухнет. И если, допустим, от того, что ты отказываешь что-то употреблять со своими сверстниками, вот. Ну, не такие они тебе уж и друзья, если они тебя не воспринимают. Мне кажется, ребенок может сказать нет вот кому-то из своих сверстников, да, или в какой-то компании, в том случае, если у него дома есть такое право родителям говорить нет. То есть, если он может отказываться и дома, да, это конечно. Где ему еще такой навык нарабатывать? Да, тут дело все в воспитании, конечно же. Опять же, нужно в ребенке развивать, таланты. То есть, когда у человека есть какое-то увлечение, зачем ему искать где-то какую-то эйфорию дополнительную? Вот, кстати, про эйфорию. Может быть, вот эта вот дорога к запрещенным средствам, да, она продиктована тем, что вот часто встречаются состояния депрессивные, и их хочется поправить вот таким легким путем? По большей части, если так посмотреть, то основные употребители наркотических именно веществ, и токсикоманы тоже, это люди от 16 до 18 лет. Вот. Дальше. Как раз такой возраст, вот он сложный же. Возраст, конечно, сложный, но опять же, депрессия – это состояние, которое должно лечиться в условиях, которое должен лечить врач. Да, то есть, допустим, когда люди идут с депрессией, опять же, нужно понимать, есть разница между депрессией и просто плохим настроением. Вот бывают такие, допустим, или гормональным. Дети-подростки такие, у него просто там плохое настроение, его там поругали в школе, ах, у меня депрессия. Нет, у тебя просто плохое настроение. А депрессия тогда это когда? Депрессия – это патологический процесс, это заболевание. Вот. Чем она? Триада. Депрессивная существует банально. Это то есть что? Это сниженное настроение, это сниженная активность, и замедленная мыслительная активность, да, двигательная активность замедленность и замедленная когнитивная активность. Так это часто у кого? Депрессия вообще, если уж мы начали про депрессию разговаривать, да, эмоциональные расстройства, они уже более характерны для таких моментов, когда происходит гормональная перестройка у человека, то есть, допустим, это пубертатный возраст, потом это у нас дальше идет что?
там вот этот вот кризис среднего возраста пресловутый, у женщин это когда климакс начинается, вот. Это тоже может привести к депрессии? Конечно, да, любые гормональные перестройки в организме, они могут привести к каким-то патологическим процессам. Вот. Ну вот если человек у себя такие вот эти вот 3 фактора заметил, то ему тогда на начальной стадии сразу нужно идти к врачу, конечно, неврологу, психиатру, да? Невролог тут не поможет, это к психиатру надо идти. Вот. И даже нарколог не поможет, это к психиатру. Все к психиатру. Вот. То есть не грех пойти и проконсультироваться. Вот сейчас почему-то, вы знаете, популярно пойти там к психологу, допустим, да, но да, психолог, по сути, психолог это, так скажем, это не врач, к сожалению. Вот. И психолог, он лечением патологических процессов, он не занимается. А депрессия чем лечится? Антидепрессантами, вот, в основном, там уже как бы по показаниям, то есть психиатрия, она чем занимается по большей части? Она занимается лечением, так скажем, проявлений по большей части заболевания. Если так широко сказать, то большинство психиатрических заболеваний, не абсолютное большинство, но большая их часть, этиология их, она неизвестна, она туманна, непонятно, почему это происходит. Есть масса теорий, там той же самой шизофрении возникновения или той же самой депрессии, но точно мы не знаем, к сожалению. Я больше даже скажу, мы точно не знаем, как антидепрессанты работают, вот, потому что... Так потому, наверное, их и боятся люди, потому что они же вызывают и бессонницу, и говорят, и привыкание. Да, но тут надо понимать, что нужно видеть как бы разницу между побочными эффектами. Вот что мы хотим добиться? Если лекарство не вызывает побочных эффектов, это не лекарство. Вот, сугубо говоря. Это, как правило, какой-то бад, пустышка какая-то. Вот. А в целом антидепрессанты, факт в том, что они работают, да. А как они работают, есть, конечно, 2 основные теории, как они работают. Вот, но... Понижают уровень стресса, гормон стресса. Вот у нас в мозгу есть такие... нейроны, да, клетки мозга, вот, между ними есть такое пространство, называется синаптическая щель, в них есть вещества, которые проводят нервный импульс, вот, и они называются нейромедиаторами. Есть такой нейромедиатор, серотонин, вот одна из теорий серотониновая, когда этого нейромедиатора между нейронами становится меньше, в тех участках, которые ответственны за эмоции, в таком случае возникает плохое настроение, ну и все вот эти симптомы. Это вот такая теория, первая серотониновая. А вторая теория, которая мне больше нравится, это теория нейропластичности. Она говорит о том, что как бы есть такое понятие нейропластичность, это как способность мозга восстанавливать связи между собой и делать новые связи. Так вот, нейропластичность это когда вот эти связи, да, создаются, и во время депрессии эта нейропластичность снижается. Вот, и, соответственно, у нас, кажется, время заканчивается, да? Да, так интересно. Ну, спасибо вам большое за то, что вы успели рассказать, я думаю, полезное нашим слушателям и зрителям. Спасибо за внимание. Ну и какое резюме? Без врачей нам никуда. И можно прийти в ваш республиканский наркологический диспансер, обратиться за помощью, если какая-то зависимость вдруг настигла. Всем хорошего вечера.